Коми отметили День физкультурника. Нынешний праздник запомнится не только массовыми забегами и сдачей ГТО. В этом году спортивный день стал поводом для проведения промо-акции 4-го мультифестиваля «Ибица». Выше только облака. Профессионалы и атлеты-любители покоряли одно из самых высоких зданий города – 14-этажный торговый комплекс. В Ильгарте тем временем открыли универсальную спортивную площадку. А центром празднования стал республиканский стадион. Виктория Палкина к труду и обороне тоже готова. С Днем физкультурника! Любители и профессионалы в этот день приветствовали друг друга именно так. На центральном стадионе, где развернулась большая площадка по сдаче норм ГТО, собрались все спортивные школы. Каждый в зависимости от возраста получал свою маршрутную карту, где и были расписаны пункты. Для самых юных спортсменов подготовили 5 испытаний. Отжимание понравилось, потому что там много мы сделали каждый, да, там легко было. Весело, да. Смешно там иногда. Интересно. По словам организаторов, нынешний день физкультурника стал генеральной репетицией перед введением масштабной сдачи норм ГТО. Повсеместно физическую подготовку начнут проверять уже с 1 сентября. Для того, чтобы получить свидетельство, необходимо пройти все обновленные пункты. Из 10 самыми сложными оказались забеги. Берегут силы, особенно на длинную дистанцию. А все остальные наклон вперед, это тест на гибкость, сгибание, разгибание рук, подтягивание, пресс – это простые, так скажем, доступные виды, которые делают сначала. В Северной Олимпии тем временем открыли ледовый сезон. На поле вышли любители хоккея с мячом и сыктывкарский строитель. Профессионалы провели 2-часовой мастер-класс. И победители в этом неофициальном товарищеском матче так и не выявили. Задачи никакой не ставится, а главное, чтобы ребята просто покатались, попробовали конечки, лед, вспомнили мышцы движения, и все только вот в этом. Никто даже ни с кем не соревнуется, тут даже нет смысла. Баскетболистам в этот день повезло меньше. Всероссийские соревнования по стритболу прошли под дождем. Впрочем, спортивный настрой погода не испортила. И основная борьба за звание повелителя оранжевого мяча развернулась между Ухтой и Сыктывкаром. Стритбол состоится при любой погоде, немножко более травмоопасно, скажем, но игроки понимают, что не так все резко нужно делать, поэтому, я думаю, все будет хорошо. В рамках Дня физкультурника стартовал и первый этап акции «Запишись в спортивную школу». В муниципалитетах Коми юным спортсменам рассказали о всех бесплатных секциях. Многие приступили к тренировкам сразу же. У тех, кто пока не определился, время еще есть – до конца сентября. Виктория Палкина, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.